Уважаемые гости, коллеги, сегодня у нас состоится разговор с 4 гостями нашими спикерами. Это все наши светлые умы и наши фольклористы большие, много сделавшие для фольклористики, для изучения фольклора в Республике Коми. Я представлю быстренько. Крайний слева сидит у нас Андрей Николаевич Власов, сейчас шпаргалку возьмем, доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом русского фольклора Института русской литературы, Пушкинский дом, Санкт-Петербург, город. Далее у нас сидит Зинаида Николаевна Михреньгина, сотрудница Великорусского музея. И еще Национального музея Республики Коми, да, я правильно понимаю? На данный момент. Далее сидит Канева Татьяна Степановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории филологические исследования духовной культуры Севера. Ну и, наконец, Галина Сергеевна Савельева, старший научный сотрудник сектора фольклора Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральской отделения Российской академии наук. Очень длинно. Но я хотел бы, чтобы у нас сегодня получился просто разговор и такой экскурс в память и воспоминания. Потому что мне кажется, что вот этих всех наших гостей, в смысле сидящих на диване, объединяет то, что все они ученики, правильно, Андрея Николаевича Власова, который вот сидит. И все они вместе занимались, что очень важно, экспедиционной деятельностью, то есть ездили по деревням и селам, и лесам Республики Коми и Кировской области, Архангельской области в 80-х, 90-х годах. А также очень важно, что эти люди имеют прямое отношение к формированию фольклорных архивов Республики Коми. Поэтому это очень интересные и важные люди для нас. Вот. Но я буду задавать какое-то направление, а дальше наши спикеры будут просто как пойдет, так и отвечать. Не знаю, в какой очередности, кто захочет, тот и отвечает, пускай будет так. С Андреем Николаевичем. Но я думаю, да, начнем с Андрея Николаевича, конечно же. Андрей Николаевич. Да. Он включен уже? Да. Сразу обозначу формат нашей беседы и введу в те рамки, в те границы, которые обозначены ваш семинар, или как это по-другому называется, коми-фольклористика или школа коми-фольклористики, имея в виду прежде всего о том, что да, наверное, разговор о том, как зарождалось представление о науке фольклористики в Республике Коми, скорее всего, именно об этом. И второе, сразу подчеркну, это не вечер воспоминаний. Хотя у нас есть что вспомнить, но байки будут, наверное, если это будет так важно и так интересно. Вот. Потому что, конечно же, интерес к Республике Коми краю, Коми-Зыряна, он соответствовал общему интересу вообще, который был поднят на уровне такого интереса общероссийского, это вообще к русскому северу. И здесь не надо выделять, кто у кого и как больше. Я сразу скажу, что таких делений не существовало. Да, был Кострем и так далее. Но было общее, поймите меня, было общее направление конца, скажу так, с 70-х годов начиная. 20-х. Или 19-х. Это по 19 века. Это пока такой подход небольшой, что республика
русский север, в том числе входящий в территорию этого региона, был всегда под пристальным вниманием. Но это пристальное внимание началось, не поверите, в эпоху русского модернизма. То есть все общества после Гильфердинга еще на север никто так особенно не доглядел, потому что находка Гильфердинга, абонитские былины, рапсоды, не скажу, что она была случайной, но тем не менее она была неожиданной. Понимаете? Она была настолько неожиданной, что не поверили в это. И вот после того, когда наступила знаменитая эпоха русского модерна, все кинулись на север. И в том числе национально. Я думаю, что и ваш Куратов не без такой определенной доли влияния модернистского влияния, это был общий дискурс исторический, который охватил общество в то время. В конце, начиная с конца 70-х годов, все стали искать себя среди всего того, что ж, народ-то у нас, оказывается, не просто хамло, и не просто крестьяне работающие, а оказывается, это выявление вот этих ценностей, назовем сегодня их культурные ценности, настолько всех охватило, что родилась наука фольклористика. Да, она родилась довольно поздно, но тем не менее как наука, как дисциплина. И вот этим, можно говорить, все было и обозначено. Дальше были разные перекосы, очень коротко. Это, значит, национальные, это 30-е годы, это советский фольклористический авангард, это фольклор как искусство слова, это национальное, это разгром краеведческих движений в 20-30-е годы. В том числе пострадали и коми, исследователи, любители своего родного народа, вот, и русские, и так далее. Здесь не надо разделять, кто на каком чего. Все искали вот этой очень важной экзотичности и изюминки. Понимаете? И они это нашли в народной культуре. И дальше пошла традиция. Не хочу вдаваться в идеологические, потому что тянули и туда, и против. И туда, и против. Что за, что за. Ну, за это все в равной степени. И наступил момент, когда вот Галина Сергеевна немножко потом расскажет, как развивалась собирательская работа в Коми-научном центре, я поэтому эту страничку опускаю. Вот. И наконец доросли мы до того, что был создан в 1972 году Сыктывкарский государственный университет без имени Екатерины Сорокиной. Имени 50-летия Да, СССР. То, что в год 50-летия СССР. Да, конечно. да. Прекрасное имя. Да. Нет. Вот. И тогда сразу же люди, которые возглавили университеты, которые создавали, это Валентина Александровна Витязева, она была непростым человеком, но очень умным, и из рода тех самых севернорусских, старообрядческих. Ну, это уж до нее все было, но тем не менее натура чувствуется. Вот, тех, которые этот университет подняли. Кстати сказать, она долгое время была единственным ректором Советского Союза. Женщина. Да, разумеется. Вот.
И, вы знаете, она сказала, поставила задачу. Этот мир, кстати, шло именно из ректорских и общеуниверситетских таких посылов изначально. Тем более она работала до того, как возглавила университет, она работала в Коми-научном центре и была хорошо знакома с исследованиями, с открытиями коми-фольклористов, которые работали в научном центре. А в Коми-научном центре работали такие замечательные исследователи, которые прошли хорошую петербургскую школу. И с кем я лично был знаком, и которого считаю отчасти своим наставником, это был Анатолий Константинович Микушев, который издал первый первые памятники эпического словесного искусства Коми. Совершенно замечательный, очень образованный человек, потому что он действительно получил школу Санкт-Петербургской фольклористической фольклористического Пушкинского дома, так сказать. И когда создался университет, естественно, это направление среди гуманитарных наук стало одним, кроме математики и физики, потому что математики были изначально очень сильные в университете. Но это уже не наше. Так вот, и была изначально поставлена такая задача. Направить силы, которые были со студентами, направить на собирательскую деятельность в Коми, уже тогда республики. Это касалось не только выявления фольклорных памятников, но и русских, естественно, потому что у нас был такой центр фольклористической народной культуры, как Уссельма, в нее обойти нельзя, она входила. Естественно, я не говорил о Коми-научном центре, потому что там был все-таки уклон национальный. Ничего не имею в виду негативного. Но здесь мы наконец занялись общими. И, соответственно, была поставка. Я оказался, что называется, говоря о том, что попал в плохое положение вообще нет. И вдруг это стало деятельностью, когда меня сразу после окончания университета, я учился в этом университете, послали учиться в Санкт-Петербургский сейчас государственный университет, в аспирантуру. И я там прошел очень хорошую школу у лучших фольклористов того времени. Не знаю, я 80-е годы еще не считаю тем временем. Но правда, это не совсем недавно было. Но для вас, может быть, нет. Но во всяком случае для меня и коллег, и учеников это совсем недавно. Вот. И это было довольно живо. И мы, когда я вернулся из аспирантуры, мы начали заниматься именно сбором, прежде всего. Да, нам еще повезло. В это время на нас обратил внимание академик Лихачев, который подписал письмо, это была первая лаборатория, чтобы создать при Сыктывкарском государственном университете научно-исследовательское, это учебное заведение, научно-исследовательскую лабораторию по изучению фольклора и археографии. То есть, короче говоря, это по изучению народной культуры и древних древностей, потому что мы в кругу были старообрядческих
поселений, и, соответственно, были там говорят. Это и Удра, это и Устильма, это и Верхняя Печора, то есть а мы были внутри, то есть до нас занимались серьезно. Я говорил, Анчуков, там, не буду перечислять, МГУ там плотно села. Вы еще не помните? Я учился на 4-м курсе. Тогда, как-то, попалось так, что меня наставляли, мне повезло вообще с учителями. Меня наставляли очень, глубоко думающие люди и всегда ищущие перспективу. И я уже на 4-м курсе уже все время, каждый год в экспедиции, сам выезжал и так далее. И вдруг приезжает МГУ во главе с очень известным фольклористом Савушкиной. Петр Мартынович Степанов, Нина Ивановна. И это приехали, там еще Анна Александровна была в той экспедиции, как оказывалось, в составе. 80-х. Да. И я, поскольку я себя считал, амбиции есть амбиции, для молодого человека это понятное дело. И я сказал, попросил, чтобы, раз мы тут это начало 80-х, почему? Я попросил свое руководство тогда, и, соответственно, это дошло до Витязевой. Запретить, мы тут сами будем. Московскому государственному режиму, можете себе представить такое. И они имели очень большие трудности, но Нина Ивановна добрый человек, они меня не смешали, что называется, с землей, да. А потом они не знали, кто был зачинщик этого. Да, и они какие-то письма долго переписывали, обком, там еще чего-то. Но у них экспедиция, хоть и не сорвана была, но была очень сильно затруднена. Андрей Николаевич, извините, то есть вы говорите о том, что на эту почву приехали московские специалисты, и у вас конкуренция возникла, и вы решили их отрезать, да? Да, но это так поступают все местные. Ревностно всегда. Кроме меня, раз я тут живу, тут никто и больше и знать не будет. Это, конечно, глупость. И по большому счету так никогда не нужно думать. Если бы не Пушкинский дом, я думаю, в Великой Архангельской области вообще мало бы что было известно тогда, когда она очухалась и стала что-то записывать сама. Я имею в виду специалисты из пединститута. Но это, конечно, каюсь, честно скажу, был такой эпизод в нашей жизни. И в это время мы начали эту лабораторию, которая была открыта, а никого нет, специалистов практически. И здесь появляется часть тех людей, которые спасли, и мы начали широкомасштабный, в духе широкомасштабной экспедиции, тогда впервые очень широко, Ленинградской консерватории Анатолия Михайловича Михнецова. И я отправил своих девчонок, студентов, в летнее время в экспедицию к Михнецову в консерваторию. Представьте себе, филологи и музыковеды. Другие проблемы. Они записывали песни, все остальное писали на карандаш, опрос, анкету. А потом по кусочку писали по одной куплетику
или там Все строфе. написали на карандаш. Нет, я говорю, на строфе на магнитофон, а все остальное на карандаш. Как раз участник. Тогда нет, что я хочу сказать, не было магнитофона. А магнитофоны знаете какие? 9-й скорость, если вы знаете, что 19-й, 4 была скорость. Но мы были в этом смысле, потому что мы были в республике. Республика тогда считалась богатой, у нас были магнитофоны. И у нас были пленки. А раньше как было? Студенты, которые в других вузах и так далее, они брали пленку, одна у них была на всю они записывали, потом ее расшифровывали вечером, а к утру стирали. Для того, чтобы завтра с утра на этой же пленке снова записывать. Можете представить качество звука вообще, чего-то и как. Жуть сплошная. А мы были привилегированы. Мы могли писать беседы, сказки могли, то есть прозу писать, а не записывать. И вот эта жуткая и ситуация, бедность тогда, ну не бедность, это скорее всего сказать, была техническое какое-то несовершенство. Я знаю, Отсталость, техническая отсталость. Да. Даже Никушев редко писал на магнитофон, между прочим. Это все еще шло, потому что в Пушкинском доме тогда еще не было фонограммы архива, они тоже так, 30-е годы поставили. Мы преодолели, благодаря Ленинградской консерватории, вот эту мы стали все время, мы стали писать звук пока. Потом камеры у нас появились. Мне кажется, вы можете первой участнице обратиться к этому. Да. Как раз. Вот я сейчас передам. Да. Вот с этого мы начинали, и это начинали вот, мои студенты. Вот, одна из первых, Зинаида Николаевна, которая могла аккумулировать вокруг себя и других студентов, первокурсников, и создалась большая группа. Вот эта группа частью как раз и сидит здесь, поэтому я передам их впечатление. Я-то знал изнутри чего-то стоило. И вот тогда, при всем уважении и признании того, что было, скажем, до 80-х годов, так сказать, и потом продолжалось. Ну, в Республике Коми наступила эпоха фольклористической такой интереса. Да. Расцвет. Да, расцвет. Ну, расцвета не знаю, может сейчас вообще супер все. Мы договорились не превращать в вечер воспоминаний. Да. Я хочу сказать о другом, продолжить вашу мысль, вот в каком смысле. Дело не только в том, что мы были плохо оснащены и технически отсталы. Дело не только в том, что не хватало магнитной ленты, просто ее не хватало, поэтому записывали, стирали. Дело в том, что в 80-е годы, вот на мой взгляд, рождалась методика. Потому что, насколько я понимаю, вот я была в первой экспедиции, это в составе тех экспедиций, которые Андрей Николаевич организовал совместно с Ленинградской государственной консерваторией. И действительно мы по-разному работали. Музыканты, существовала какая схема? Филологи, Московский университет приезжал и записывал текст, песни. Им не важно было, контекст не важен был. Ленинградская консерватория ездила, записывала музыку и фрагмент текста. А то, что все это одно без другого не созвучит, ну все это понимали, но работали так. Вот. А то, что есть еще контекст, в котором этот текст существует, по-моему, это рождалось все здесь. В этом смысле Сыктывкар был впереди планеты всей, я считаю. Потому что наши экспедиционные записи с репортажами, которые сейчас вошли вот в сборники, издаются, это уникальный материал. Уникальный.
Потому что мы записывали, еще тогда не очень понимали. Ну, Андрей Николаевич давал нам задачу, ставил задачу писать по максимуму. И мы писали. Все, что касается не только этнографических каких-то моментов. Понятно, что если мы вели речь о свадебном обряде, то все, что касается самой свадьбы, вот, и костюма невесты, и свадебного стола, и все это важно. Вот тогда, мне кажется, формировалась вот эта методика сбора, которую сейчас оценили в полной мере мы сами в первую очередь, когда стали уже готовить публикации, то, что было записано, пока были живы носители традиции. Ну, вот я хотела об этом. Давайте я даже задам вопрос какой-нибудь из моей шпаргалки. А я хотел спросить, вот, Андрей Николаевич, вот этот фольклористический бум, который происходил в Республике Коми, у него контекст общесоветский, наверное, на тот момент был? Вот. Нет. Это именно здесь вопрос? Нет. Нет. Никаких, если я правильно понял, никаких околополитических, идеологических контекстов не было. Это было мое, я бы сказал, требование. И ни один из присутствующих учеников, я надеюсь, никогда не скажет, что у нас были какие-то потуги там, как сейчас. Рабочий фольклор тоже надо было записывать, там, городской надо было записывать, там еще какой-то, но подобного рода никогда не было. Я скорее как раз о другом, вот, о фольклорном движении, которое примерно в то время вот тоже зарождалось, вот, с этого ансамбля Покровского, да, то есть был же такой контекст, нет? Или это не связано? Да. Про фольклорное движение скажу я. Ансамбль Покровского сыграл, конечно, свою роль, об этом много сейчас говорят, но гораздо более серьезную роль сыграл вот Анатолий Михайлович Михнецов, о котором уже Андрей Николаевич упоминал. Во-первых, все, кто пришел в фольклорное движение и впоследствии стали руководителями фольклорных коллективов, начинали в экспедициях Михнецова, большая часть. Все прошли через его школу. Вот, собственно, я про себя скажу, что после того, как я побывала в экспедиции на Пениге, Андрей Николаевич нас туда повез, он сделал это сознательно. Вот. Вся наша группа оттуда выехала группой поющих, потому что мы попали в такую среду, где люди не только занимались собирательской работой, то есть это день ты пишешь, вот, а вечером это поется все. Вот, и мы пели. Мы, конечно, смотрели, раскрыв рот на михнецовцев, которые все поют, и нам тоже хотелось. И Анатолий Михайлович сказал, он очень такой был мягкий человек, кто его знал, видел, немножко так шепелявил, он сказал: «Синечка, вам надо петь». И мы стали петь. То есть мы попали в экспедицию, собственно, с нашего первого состава, все вернулись людьми поющими. Вот. Затем те, кто были до нас, мы уже вернувшись в университет, объединились и стали петь с теми, кто был до нас. Ну и, соответственно, все, кто пошел уже после. Мы дальше-то ездили уже в экспедиции поющими людьми, поэтому следующее поколение уже училось от нас. То есть, если я правильно понял, Михнецов — это один из таких ключевых людей, которые повлияли на... Я считаю, что не столько Покровский. Я была на концертах Покровского. Он даже здесь был, Покровский. Да, и Анатолия Михайловича уже вы приглашали к нам. Михнецов был здесь. Видела я концерты Покровского, посмотрела. Меня лично не впечатлило. Меня впечатлила поющая команда Михнецова, причем поющие не на концерте, тут важно было, от чего это движение такой размах приняло в масштабах страны вообще. От того, что это было не для сцены, это было для души. Самопостижение. Вот, это была возможность каждому самовыразиться как-то, потому что мы ведь все поющие люди. Просто надо рождение, даже глухие. Да. Надо это просто из себя достать. Вот. И Михнецов нас этому учил. А как вы думаете, все-таки с чем вот этот порыв, который среди студентов и исследователей случился, он с чем связан все-таки? Почему это произошло? Почему 80-е годы? Почему именно в это время?
Все запели и поехали сюда. Нет, ну это нет, не надо так уж сильно. Это было одно из культурных стилевых движений, в том числе молодежных субкультур, даже можно ее так назвать. И она до сих пор остается такой, потому что кто-то любит рок, если говоря о музыкальном, кто-то любит танцевать, кто-то еще что-то. Это нормально было. Это было движение, я бы сказал, поиском. Это было, как это говорят, вторая после Хрущева оттепель. Но мы-то ведь это не знали. Оттепель, заморозки. Но нам не мешали проявлять интерес, не направляя. То есть к тому, к чему мы хотели. И вот это у меня в выборе профессии и проявилось, в выборе специальности. Фольклор тогда был как раз тем самым предметом и объектом, к которому наибольший интерес проявляет. Правильно я говорю? Не знаю. Да. Я быстро давайте я Андрей Николаевич, он рассказывает больше о официальном каком-то. Я считаю, что вот, понимаете, вот Коми научный центр, Институт языка, литературы и истории, в общем-то, в связи с этим скачком техническим, если Новаликовые записи могли позволить только совместные экспедиции с Пушкинским домом, там отдельные, они потом туда уходили, эти валики, то появилась возможность записывать на магнитную ленту. И сотрудники института, они, конечно, экономили пленку экономили, доставались бэушные магнитные ленты, видимо, с коми-радио, потому что очень много коми-бобин, радиобобин. Видимо, ездили с сотрудниками радио, невидимо, а точно совместные экспедиции пользовались магнитофоном. Огроменные эти магнитофоны, бездорожье, это все пешком. И вообще, конечно, когда читаешь у Юрия Герасимовича Рочева, нашего коми-исследователя. Один из самых больших экспедиционеров и очень тонкий. Да. И у него, к нашему счастью, сохранилось очень много дневников полевых. И их читать просто одно удовольствие, это проникается, насколько это правда были какие-то люди-герои. Но при всем том, их было немного, они были взрослыми людьми, они ездили по одному, максимум по двое, они проводили там месяцами, возвращались домой ненадолго, опять уезжали в поля, они как будто в экспедиции жили, это была неотъемлемая жизнь. Но университет, потому что мы были молоды. И для нас это, конечно, после советской кондовой школы, за эти зашоренные взгляды марксизмом, ленинизмом и так далее, мы просто были, во-первых, ошарашены Андреем Николаевичем, потому что мы не могли представить, что учитель может быть таким. Неформальным, И мы были, мы действительно так сложилось, у нас был какой-то уникальный курс. Нас было очень много у Андрея Николаевича, и все как-то дальше продолжают заниматься традиционной культурой, так или иначе. А мне нужны были в лаборатории люди, конечно, я их брал. И вербовал. И мы у нас не было отношений педагог, и у нас как-то были, не знаю, наверное, все-таки дружеские отношения, Андрей Николаевич нас благословлял замуж выходить, в общем, был крестным у наших детей, в общем, такие отношения, мы еще в общежитии долго все вместе там жили, это куча преподавательском потом. Дело не в этом, а дело в том, что именно молодежь, в молодежной среде, это как раз молодежная среда, она именно та плодотворная почва. И, конечно, эти экспедиции, и мы ничего не понимаем, и начинает, и сейчас мы вывозили школьников очень активно в последние наши экспедиции, ездили совместно со школами, и сейчас это сохраняется. Когда ты приходишь в дом, а тебя как будто там всю жизнь ждали. У тебя не спрашивают ни паспорт, ни как тебя зовут, ничего, и ты сидишь, ты 2 часа спрашиваешь про жизнь, человек бросает все дела, тебе все рассказывает, он тебя накормит, напоит, еще предложит жить, остаться. И, в общем, конечно, открытость. Потом мы узнавали
Я вот как сейчас помню, в Сольвычегодской экспедиции мы были на раскатом, какой-то этап проходил, вот, мы узнавали, что вот были эти булаги, что людей ссылали, мы узнавали про храмы, мы про раскулачивание, про коллективизацию. То есть вы узнавали об этом не из каких-то от людей? Не из газет, не из живых рассказов. Мы из живых рассказов. И мы вот этих бабушек, хатушек, не от радио России, Свободы, не. да, которых 16 лет просто там ни за что, ни про что отправили на лесоповал, и они сидят, и на весь мы просто открывали для себя жизнь. И я вот считаю, что, я думаю, что я за всех скажу, что, вот, конечно, это наша работа, она нас сформировала еще и как людей. Это, действительно. Ну и, конечно, вот к вопросу о том, что это именно студенческое. У нас потом был еще очень хороший курс. Ну вот я уже не работала, я работала тогда в Центре народного творчества. Татьяна Степановна работала, Шевченко Елена Александровна. Вот был еще такой курс, это Катя Тюленева, там, Аня Насонова. Тоже вот их было очень много, да, и тоже вот такая волна. Да, была уже новая волна, это уже был самый конец 90-х годов. А еще можно к вашему вопросу, почему фольклор в любое время? А потому что, мне кажется, почему именно молодежь и почему фольклор? Потому что в этом есть что-то очень настоящее, а молодым людям фальшь никакая, не по душе. Вот. Молодежь может зацепить только очень подлинным чем-то, очень глубинным, и это фольклор. Потому что мы, когда вот действительно ездили, мы понимали, что это вот оно, настоящее. Вот. И понимали, при этом что вот наше, то самое, наше. Да, и поэтому там всегда был элемент романтизма. Всегда. Это трудности, преодоление трудностей. Я бы хотел сравнить это с туристами. Это не туризм, а это вот та увлеченность настоящим не ради себя, но еще и плюс за их дело стоит. А потом еще, вот опять же, к вопросу методики. Если, вот Галина Сергеевна упомянула, как ездили до того с огромными магнитофонами, там выйдут там, в одну деревню, в другую. У нас была система фронтального обследования. Мы приезжали в район, и это тоже родилось здесь, в Сыктывкаре. Мы приезжали в район определенный, да, в Усть-Цильму, и мы прочесывали, простите за не очень красивое, может быть, выражение, но все абсолютно. Мы не обходили ни одну деревню, ни один сельсовет. Это было распределение по группам, невзирая там ни на бездорожье, трудно попадать, не трудно попадать. Мы ни одну деревню не пропустили ни в одном районе Республики Коми, где работали, и в соседних областях. Поэтому, ну, обычно люди знают, там, например, да, вот есть село Усть-Цильма, богатые традиции. Мы приехали, позаписывали, там, уехали. Все. На этом вся исследовательская часть заканчивалась. И делают какие-то многозначительные выводы о культуре Усть-Цильмы. Мы эту Усть-Цильму выездили вдоль и поперек. 5 лет. Зимой, летом, весной и осенью. Да. Это было фронтальное обследование. То есть мы беседовали. По 3 экспедиции. Да. Поэтому максимум материала. По 6, 89-90 у нас было по 6 экспедиций. Вот. Поэтому вот такое сплошное обследование и плюс всестороннее. Мы писали этнографии, мы писали музыку, мы писали текст, мы писали хореографию, писали все, наигрыши, все, что можно было, мы писали. И теперь это все есть. Уже нет носителей традиций сегодня. Но вот без ложной скромности можно сказать, что наша заслуга в том, что это все где-то теперь сохранится и есть. Татьяна Степановна. Татьяна Степановна, да, я бы, наверное, спросил у вас, вы еще не отвечали. Вот вы, получается, ведете такую экспедиционную деятельность, полевую, уже более 30 лет. То есть с конца 80-х годов. Ну, то есть Андрей Николаевич еще раньше, понятно. Но мне просто стало интересно, такое поле фольклориста — это, конечно, деревня, село, то есть вот крестьянский мир, который так или иначе еще сохраняется у нас в каких-то видах, измененном виде. Вот мне просто интересно,
вы наблюдали, какие процессы вы наблюдали за эти 30 лет, как все менялось, то есть или сильно не менялось, или вот действительно был другой мир, или были совершенно другие люди, или вот это интересно, вот когда вы застали только еще, когда вы только начинали, как это выглядело, какие были люди, вот эти информанты, носители, и как это менялось, может, разрушалось или... Да, конечно, менялось, да, потому что если сравнивать, допустим, на примере одного района, это может быть более убедительно и заметнее. Например, та же Усыльмский район, в котором мы были с 86 по 90 год, ежегодно и неоднократно. Потом наступила большая пауза, и на эту базу мы вернулись в 2005 году, через 15 лет, это много. И сейчас мы ежегодно туда выезжаем. Да, изменились, конечно, все мы знаем, да, что это Старообрядческий район, и это уже были и другие старообрядцы, и другая одежда, другие регламенты в поведении, они стали более свободными. То есть если мы еще в 2005 году ехали, вспоминая экспедиции 80-х годов, о нашем внешнем виде, какое мы значение придавали, чтобы не вызвать отторжение у наших собеседников, это скромная одежда, это не брюки, не майки, не шорты, конечно. Длинная юбка, платочки часто, да, особенно археографы, у них вообще дресс-код был очень жесткий. И в 2005 году, когда мы ехали, мы еще во многом на это ориентировались, но наши собеседники уже изменились, их внучки уже были более раскованными, чем мы. Мы приходили более скромными. Но это нам не в ущерб, скажем так, мы только выигрывали. Конечно, омолодились наши информанты, наши собеседники, без сомнения. Если мы в 80-е годы работали с людьми, которые рождены в начале 20 века, до 10-го года рождения, сначала мы выписывали адреса в сельсовете, потом брали 20-е годы рождения, а в 2000-е годы мы начали работать уже с их детьми, по сути. Это 30-е и даже 40-е, и вот мы уже работаем даже с людьми, которые практически чуть ли не наши ровесники, они остаются тоже носителями знаний для нас интересных. Да, конечно, это очень изменилась вся наша жизнь за эти 15, 20 и 30 лет, когда мы начали ездить, конечно. Да. Можно еще? Да, конечно. Знаете, вообще на самом деле сейчас проблема, да, вот, ладно, мы там накопили материалы, и наши предшественники, мы сейчас, можно сказать, все силы бросаем на то, чтобы поднять этот материал записанный уже, который сейчас есть. Вот. Но тем не менее, все равно какие-то разовые экспедиции, так или иначе, мы выезжаем, и вы знаете, вот на сегодняшний день проблема, что вообще фольклористу записывать. Потому что мы были в Сысарском районе, Палаус, Гакшар и Дапуелдина, со школьниками по реке на лодках. Вы понимаете, просто как будто традиции не было никогда. Люди не имеют ни представления, ни что такое. То есть как городской обычный житель. И ты понимаешь, ты зашел в дом, и ты понимаешь, что этот человек ничего тебе не скажет. И что, о чем спрашивать, это достаточно, 3 населенных пункта, да. Там, может быть, дальше пониже что-то и есть, может, повыше что-то есть, но эта проблема есть, да, как будто слезнула. И таких примеров очень много. Я работаю с записями 60-х годов, это совершенно уникальные песенные коллективы по нескольку в одном селе. А мы уже конец 90-х годов как будто никогда не пели. Просто ничего не остается. А за песней же очень быстро исчезает все. Что без песни делать на рождественских игрищах или на свадьбе? Свадьба, соответственно, скукоживается. Песня — это такой стержень, получается, во многом, да? Да. Наверное, показатель, да. И он, к сожалению, в первую очередь исчезает. Песенная традиция. Так что есть такая проблема на сегодняшний день. Что будет делать следующее поколение фольклористов? Архивы. Их хватит на много поколений. Раз это идет именно в формате школа фольклорист, то, соответственно, мы должны эту проблему поднять, потому что, на сегодняшний день, говоря о будущем фольклористике, мы должны ее перевести и большую часть
уделить внимание фольклористов именно вот этой камеральной обработке собранных материалов. Издание. Да, Издание. да, и то. Сейчас наша задача все, что записано, Это инновационная практика. А ваша задача, я смотрю, здесь много студентов, да? Вот, и, конечно, ну, как-то обратиться к этому материалу и на практике осваивать его, и, может быть, таким образом возвращать традицию. Да, Это о веселом. Будем Нет, это весело. оптимистично будем сказать. о веселом. Ну, давайте, может, какой-нибудь более расслабленный вопрос. Татьяна Степановна, расскажите, может, что-нибудь интересное из, ну, вы все молодые, наверное, из самой вот этой вашей фольклорной юности, что какие-нибудь курьезные случаи, может быть, у вас бензин закончился, или ваш дом подожгли, в котором вы жили, ну, что-нибудь. Нет, дайте я про курьезный случай. Вы знаете, что я испытывал, когда вывозил толпу 15 человек, вот этих молодых девчонок, с первый курс? Каждый день страх. И этот страх был до той поры, пока их обратно не привозил всех живыми и здоровыми. Вот мое впечатление. А потом этот страх испытывала я. Ладно, вы мужчина, а потом, например, я везла тоже там 10-12 человек, и все те же атаки со стороны местных жителей каждый вечер. Да, Расскажи про страх. да, Я вот вас спросили, что да, про колдуна сейчас Андрей Николаевич расскажет. Но очень... Является не колдун, он говорит это скрытие. Ну, давайте скажите, да, я потом скажу. Ну, Так нет, это был колдун. Нет, как у вас Исчез. исчезла, Андрей Николаевич, расскажите, как у вас исчезла запись. Вот никто не верит, я сам не верю, но, Это не единственный случай, да. да, но я суеверный человек, ну, в определенный момент, значит, я захожу, делаю блестящую запись, ну или у колдуна, я колдуна вообще-то Не доверяю. и колдуне нет. Все-таки я думаю, что это скрытие. В Пукче, это на Верхней Печоре, перед Троицей Печорой, мы там вынуждены были задержаться. Река обмелела, ничего, никуда не деться. И а там скрытники было поселение. Скрытники, знаете, кто такие? То есть это старообрядцы определенного толка, которые ушли, выбросили свои документы, их звали только по крещенным именам, и они там проживали такими небольшими группами, колониями, и как какие-то были. И меня однажды допустили туда, случайно, из какого-то подвальчика. Да? Я зашел туда, мы разговаривали с тетенькой, она не была старухой, вот, и я, значит, стал задавать такие наводящие вопросы, то все, значит, она мне так откровенно все рассказывает, и откуда, и что, и даже имена называют, откуда они, из каких областей, самых по России собрались, кого они там были, даже книги мне показала, которые они читают, кстати, духовные стихи и все прочее. Даже я сижу, пишу на мой телефон. Думаю, ни у кого нет. Что-то мне помогло, заранее я обрадовался. Выхожу, и уже потом говорю, довольно долго. Подхожу к реке, к огороду. Думаю, надо проверить, что я там написал. Включаю. Тишина. Все тишина. Ни одного. Я, конечно, не подумал, что это какое-то наваждение, там, магия и все прочее. Сам, может быть, по ошибке не включен. Но факт остается фактом. И мне потом рассказывали очень многие такие истории, которые, скажем, особенно с колдунами и с знахарками.
что-то неприятное рассказывают, разное бывает, черная магия и так далее. И вдруг их не оказывается в записи. А писать откровенно от руки они боятся. И как бы мы скрытно это все делали. И оказалось, нет. Хотите смейтесь, хотите. Ладно, Андрей Николаевич писал не на профессиональную аппаратуру, а у нас был похожий случай с профессиональной аппаратурой. В Сольвычегодск приехала группа Леннаучфильма. Последний раз для этой студии выделили деньги на съемку фильма. Он был полуигровой фильм и назывался «Воспоминания о Соле». Фильм посвящен Строганову, но значит, сюжет таков, что писатель родом с Велигорского района, возвращается на родину, и вот он в родных местах. Вот. Кстати, режиссером этого фильма Мирослав Малич, который «Тайны следствия». Вот. И режиссером, и актером. Один из главных. Вот. И с нами был очень профессиональный звукооператор с какой-то совершенно потрясающей звукозаписывающей техникой. И ей нужен был фоном какой-то рассказ. И мы в Велигорском районе, в Халиновском сельсовете, я по старым знакомым экспедиционным тропам везу их в одну деревню. Вот. И мы заходим в дом, там мужчина. Мужчина очень странненький, мягко так сказать. Вот. Но, значит, там ничего по фольклорной части не было, но он написал поэму Онегинской строфой. Это была целая поэма. Вот. И режиссер Слава так вдохновился, что мы решили записать эту поэму. Ну, пишем все на такие самородки. Глухая деревня, вообще не представляете. Один дом в деревне, все подходы заметены, мы колено в снегу пробираемся. Настраивает эту Награ, по-моему, назывался, какой-то был очень крутой звукозаписывающий. Вот. И, значит, он на эту Нагру пишет звук, всю эту поэму, мы там все выслушиваем, выходим, садимся в автобус, и никакой звукозаписи в Нагре нет. Вот что. А вот, может быть, об этом человеке ходили какие-то слухи в деревне? Ну, он... Если подчиняться современным интересам экстрасенсов и прочее, тут можно голову сломать. Надо быть крайне рациональным. При сборе материала крайне. Углубились в мистику. Давайте что-нибудь. А знаете, на самом деле интересно, что ну, вот этот фольклорный такое движение, все равно я воспользуюсь этим термином, оно же все равно совпало с ростом мистицизма и таких настроений в обществе в советском, когда начали заряжать банки и верить в НЛО. И получается, может быть, отсюда еще вот этот интерес к мифологии, который был, ну, на котором была запретная тема до этого. Те дискурсы, настроения общества, которые есть, они касаются всех, фольклористы или не фольклористы. И ты подвержен вот этим влияниям. И ты начинаешь уже оправдывать ошибки свои там, или своих товарищей именно тем, что кто-то чего-то навредил. Чушь это все. Профессиональная деформация. Ну, может быть, Татьяна Степановна, еще раз такой более личный вопрос. Вот все-таки до встречи с Андреем Николаевичем у вас какие были предпосылки, может быть, самые ранние, может быть, из детства, которые вас все-таки потихоньку привели вот в это, к вашей специальности, к тому, ну, к вашему делу всей вашей жизни. Ну, вот интересно просто, ведь фольклорист — это особый склад ума все равно, и какой-то, может быть, особый характер. И вот как вот это произошло с вами? Ну, не считая Андрея Николаевича, с ним все понятно. Ну, не знаю насчет особого склада ума, не знаю, ну, фольклористы, ну, наверное, в любой профессии, любое профессиональное сообщество чем-то отличается. Предпосылки мои... Да я даже скажу, хотели заниматься советской литературой, в наше время это было позорно. Просто позорно. Андрей Николаевич, мы вас все равно любим. Сманила ее Зинаида
Николаевна. Нет, Зинаида Николаевна вообще тогда еще не работала. Она в Нет, она Палице потом была. Ну, все равно. Не все равно. Мы вас все равно любим, хоть вы сейчас наезжаете на нас, да. Предпосылки мои заниматься фольклором, наверное, это моя мама родом из Уссыльмского района, хотя я росла и мама уже жила не в Уссыльмском районе, то есть мы были, скажем, вне среды, но я знала, что такое народная песня, я знала, что это какая-то особая интонация, особый говор, особая речь, она была для меня родной, и когда я оказалась на филологическом факультете, и в первом семестре нам читал Андрей Николаевич лекции по фольклору, это, кстати, был, наш курс был первым, в котором Андрей Николаевич после аспирантуры читал фольклор. И когда тогда уже был фольклорный ансамбль, даже вот уже после Зинаиды Николаевны, и к нам Андрей Николаевич на лекции приводил участников ансамбля, чтобы иллюстрировать какие-то жанры, не включать записи, а чтобы звучала фольклорная песня вживую. И пришли вот нашим студентам знакомая Елена Александровна, она старшая меня на курсе, ее однокурсница Лена Пономарева, и они стали петь, и в том числе они пели Уссыльму. Ну, я почувствовала вот это какие-то... Ну, это на уровне звуков очень трудно объяснить, до очень каких-то своих очень глубоких глубин проникло это пение, и я поняла, что это не просто может быть пение поколения моей мамы и ее родственников. Оказывается, эти песни могут петь, вот, оказывается, вот, на год старше меня студенты, и они пели. Меня это, конечно, очень сильно впечатлило. Потом была экспедиция, фольклорная практика, она была в Уссыльму. И таким образом я побывала на исторической родине. И, конечно, несмотря на то, что, да, я раздумывала заниматься современной литературой или фольклором, на самом деле это было, я не отказываюсь, тем дороже мне тот выбор, который я сделала, Андрей Николаевич, потому что я ни одной секунды не жалею в своей жизни, что я узнала этот мир. Но через пение очень много значило, конечно, очень много значило. Ну и вот если немножко даже вернуться к тому, чем привлекателен оказался фольклор, был для молодых, наверное, своей неизвестностью, потому что, правильно Глеб Сергеевна сказала, да, мы просто не школа, не детский сад. Вот если бы не мамино пение там и ее родных, я бы вообще этого не знала, наверное, никогда. Тут у меня как-то уже была подготовлена почва. Это очень ведь закрытая культура. И тут она прямо ошеломляет действительно своей подлинностью, да. То есть ты открыл для себя совершенно незнакомый мир. И когда у нас набирали ансамбль, вот на нашем курсе, я не знаю, у нас чуть не весь курс пришел тогда петь, потому что нас всех это совершенно незнакомая культура, в которой мы чувствовали настоящее. И, наверное, уже можно спросить у поколения тех, кто пришел чуть позже. Вот Екатерина Владимировна, она из того курса студентов, которые стояли в очередь, чтобы записаться на нашу кафедру. Может быть, мы можем Екатерину Владимировну спросить, что вас и ваших однокурсников влекло на нашу кафедру? Тогда у нас была кафедра фольклора и истории книги. Екатерина Владимировна, прокуратова. Микрофон. Нас привлекали, наверное, преподаватели с их таким вот увлечением, да, делом. Мы понимали, что это интересно. На кафедре фольклора и истории книги тогда, наверное, еще не было кафедры фольклора и истории книги, или она была уже? Нет, вы учились, она когда рождалась. Она рождалась. Мы видели, что это такая молодая кафедра. Было очень много преподавателей. Андрей Николаевич был самый старший. И все были увлечены, и мы как-то все, правда, очень хотели попасть именно на это направление. Я занимаюсь книгой. Я долгое время выбирала,
Мне хотелось пойти на фольклор, но как-то потом Татьяна Федоровна со своей бешеной тоже такой энергией хорошей, она увлекла меня книгой и рукописями, и мы тоже ездили, ведь и не в экспедиции, я в экспедиции не ездила, когда была студенткой, но мы с Татьяной Федоровной побывали в Пушкинском доме, поработали с рукописями, и наш отдел редкой книги, и все же я остановилась на книге. А так бы я, наверное, тоже пришла на фольклор, и меня всегда это очень интересовало. И занятия у нас Татьяна Степановна вела практические занятия, Андрей Николаевич читал лекции, мы с интересом ходили, анализировали, слушали, очень много нам давали слушать. Татьяна Степановна практически каждое занятие что-то давала слушать, мы пробовали анализировать, это было так ново, необычно, интересно, это тоже все нас привлекало. И у моей однокурсницы, у нас на группе, не знаю, мне кажется, человек 10, наверное, занималась фольклором. Все замечательно написали работы. И сегодня, вот когда мы встречаемся, обсуждаем, все с такой любовью говорят о кафедре, о преподавателях, что это, наверное, Золотой век. Золотой век, да. А вот этот золотой век, как вы выразились, Татьяна Степановна, он потом как-то начал угасать все-таки. То есть есть ли какой-то момент такой, можно ли его определить, поймать, когда стало понятно, что вот этот размах и вот этот очень высокий интерес со стороны молодежи, ну и вообще, может, не только вообще людей к фольклору, когда что-то изменилось, может быть, это стало как бы стагнировать или это начало как-то падать, вот были такие процессы, и когда они начались? Ну, мне кажется, что тут дело скорее в нас, чем в студентах, потому что, ну, может быть, меня поправят наши второкурсники, они в прошлом году и, наверное, в этом году, если сказать, поедем в фольклорную экспедицию, они поедут, но мы изменились, и кто-то ушел из университета, кто-то уехал из Сыктывкара, у кого-то появились свои дети, семьи, какие-то другие интересы, и нам, может быть, в какой-то момент вот эта та бешеная энергия, о которой говорила Екатерина Владимировна, она стала, в какие-то другие рамки немножко вошла, и, может быть, нам перестало хватать сил на это подтягивать. Нет? Мы не изменились. Я должна сказать, что изменилось время. Какие-то другие приоритеты в университете. Изменилась общая ситуация и в стране, и в университете. Изменилось многое в этой жизни. А мы до чего? Если бы сегодня и нет уже тех людей, которых можно записывать. Сегодня уже нет надобности ездить в фольклорные экспедиции. Все. Уже весь материал собран. Сейчас его надо изучать. Так что ваша перспектива будет в этом. Потому что экспедиции, все это уже этап пройденный, они, конечно, объединяли все, но надо теперь этот весь материал каким-то образом представить миру. Можно ли сказать, что вот ваша волна фольклористическая, она, то есть со стороны исследователей, она совпала с ощущением ухода вот этих тех поколений, которые еще, от которых можно было что-то записать, и поэтому с этим связана вот эта очень как бы пристальная и усиленная фронтальная, как вы говорите, запись, и что вот произошло такое совпадение, наложение ухода и вашей еще возможности что-то записать. Ощущение было, потому что когда мы ездили в экспедиции, мы понимали, что это последние носители традиции. Поэтому мы спешили. Вот эта вот система сплошного обследования, мы торопились, мы понимали, что они последние. Понимали. Вот. Но нельзя сказать, что с их уходом интерес к фольклору ушел. Дело в том, что сейчас вот та сторона, о которой мы говорили, связанная с пением, с возрождением народных традиций среди молодежи, она ведь очень сильна. Сегодня фольклорное движение живет, развивается. В республике этого нет. В республике Коми этого нет. Вот это упущение, над этим надо работать. Вот. Но по России движение фольклорное очень мощное. Есть очень серьезные коллективы, очень много молодежи, школ. Очень хорошо эта система работает в Вологодской области, система возрождения традиционной культуры. Там все, там выстроена политика областного правительства, начиная от детского сада
и до учебных высших заведений. И в плане подготовки кадров, и развития традиций, и всего. Такие серьезные центры, как, например, в Нюксинском районе деревни Пожарище, целая живая деревня, Там восстановили, вот, где восстановили все. Там восстановили не только праздник, они живут в традиции. У них и свадьбы, и праздники, и все они делают так, как в старину, и они этот материал знают, понимаете? Вот если такая система будет выстроена здесь, все это будет иметь смысл. Потому что усилия отдельных людей мы не выгорим никогда. Вот мы сегодня полдня пели на творческой лаборатории, да. Да, на творческой лаборатории в музее Куратова. Вот. И как вы поняли, что мы готовы еще полдня этим заниматься, рассказывать и все прочее. Уже сегодня у нас такое продолжение получается одного мероприятия, плавно переходит в другое. Вот. Но усилий вот отдельных людей недостаточно, должна быть выстроена какая-то система. Говоря об общем, высокоэлитном, высокопрофессиональном, авангардном молодежном искусстве, в современности почему-то не совсем охотно говорят именно о том, о чем говорила Зинаида Николаевна. Но дело все в том, что это факт, это налицо, и что такой пласт современной культуры существует, культурный пласт. И это никогда не нужно, понимая весь мир и самого себя в этом мире. И это очень важно для нас, потому что у нас оживляется смысл, для чего человек живет, чем человек интересуется, что человек ищет. Это все взаимосвязано, наряду с самыми авангардными стилевыми тенденциями, которые к нам пришли из Запада, из Востока, и откуда ни попадя. Но это важно, что это занимает не просто какое-то место, а определенное место в системе наших культурных ценностей. Это факт. Я бы хотел еще Галину Сергеевну спросить. Вот все-таки из 4 спикеров коми-фольклорист, такой, я имею в виду, который занимается коми-национальным фольклором, это только Галина Сергеевна. Вот как бы вы описывали ситуацию с изучением фольклора, начиная с момента, когда вы вообще пришли к изучению коми-фольклора, и как она обстояла, как она развивалась, то есть все эти годы? И из чего вообще она начинается, современная фольклористика коми? Я не знаю, но у нас были очень сильные предшественники наши. Их было не так много, да. Федор Васильевич Плесовский, Анатолий Константинович Микушев, Прометей Иванович Чисталев и Юрий Герасимович Рочев. Это вот 4 фамилии, которые, вот, собственно, это наши предшественники. Вот. И то богатство, которое мы сейчас имеем, это наш фольклорный фонд, это магнитные пленки с экспедиционными записями, начиная с 1957 года прошлого столетия. Это еще традиция, которая, пусть она еще была, я бы даже сказала, в рассвете. У меня такое ощущение, что они просто вот тонули в этом песенном материале, поэтому много фрагментарных записей. Вот мы едем, нам уже каждый вот хоть детский такой фольклорный текст записали. Для нас это радость. А они просто тонули и теряли, тем более специфика коми-традиции в том, что у них есть песни на коми-языке, есть на русском языке, есть на таком абракадабровом языке. В общем, они были первооткрывателями фактически. Вот они первые занялись, вот, были, конечно, и до этого поездки, но они были разовые, какие-то отдельные образцы, кто-то именно коми-песни, там лингвисты ездили, записывали, кто-то там песенный материал фрагментом, все, а вот такое вот сплошное обследование, конечно, это их подвиг. Вот.
И что, ну, тоже вот экономили пленку, конечно, и много чего осталось. А мы уже, наше поколение, мы собирали вот этот контекст бытования песни. Вот. Когда исполнялись, где исполнялись, понятно, что уже много чего из песенного мы записать не смогли, но вот этот вот контекст, он еще очень даже легко восстанавливался. Вот. Что мы, о чем мы? Да, вообще о коми-фольклористе. Ну вот, а проблемы те же самые, наверное, что и в университете. У нас проблема, самая серьезная проблема, это кто нас сменит. А кто был прямо перед вами, прямо перед вами кто был? Ну вот они были. да, Нет, там был разрыв уже пришли. Ну, да, был разрыв, да, Павел Федорович Лимеров, да, Он немножко раньше вас, получается. Да. Мы, собственно, благодаря ему и попали в Коми-научный центр. Он просто настоял, чтобы нас взяли, потому что у нас был большой экспедиционный опыт, потому что мы знали, как работать с архивным материалом, там своя специфика есть со звуковым. Ну, вот, и, в общем-то, мы попали, нас взяли именно для того, чтобы мы в первую очередь работали с этими пленками, привели в порядок этот фонд. Мы его оцифровывали несколько лет, но эта работа бесконечна, она и сейчас продолжается. Вот. И Павел Федорович, потом поколение следующее, уже, скажем, уже наше поколение, Юлия Крашенинникова, сейчас вот Светлана Низовцева вернулась. Вот. Алексей Рысакаев, Людмила Лобанова. Ну, в принципе, нас не так много. Надежда Степановна. Простите меня. Надежда Степановна. Надежда Степановна, хорошая. Да. Фольклорист тоже. Да, Надежда Степановна. Вот. Надежда Степанова, наверное, из нас старейший, да, сотрудник фольклорист. Вот, я думаю, может, было бы интересно послушать вас. Вера Михайловна, да? Ну, Вера Михайловна, она уже практически на пенсии, как-то уже не это. Надежда Степановна, специалист по коми-сказке, совершенно замечательный. Из тех, кто сейчас Да. Ну вот у нас очень остро стоит эта проблема. И если эта проблема вообще, она, наверное, такого общероссийского масштаба, но у нас еще проблема в том, что у нас вот эта языковая специфика, и даже вот, мы пытались привлечь на практике, как мы только пришли, студентов с коми-отделения, и уже они, это вот самое начало 2000-х годов, они не понимали, о чем идет речь, потому что язык настолько изменился. Вот, и даже там какие-то реестры было составить, я уже не говорю про расшифровки, было проблематично. Вот, у нас, и, конечно, это наша боль на сегодняшний день. А, в смысле, коми-язык прям как-то кардинально, ну, в смысле... Ой, ну, просто это, просто вот очень изменился коми-язык. Понимаете, меняется быт, соответственно, что? Совершенно другая обстановка, да, тот же дом, сколько терминов сразу? Традиционный дом. Сколько терминов сразу исчезло, да? Скотину сейчас никто не держит. Опять-таки, это тоже целый пласт терминологии. Ну и так далее. Охота, вот, рыболовство. И очень сейчас это установка на литературный язык, да, это то, что мы слышим, наполнены неологизмами. Кстати, вот старшее поколение деревенских жителей, оно с трудом понимает телевизор на коми-языке. Прям целая проблема. Лучше бы на русском говорить. Ну вот у меня свекровь. Очень тяжело им слушать, да, и более молодые, да, вот у нас такая проблема есть. Можно еще вот буквально одно слово? Я по поводу того, что вот экспедиция. Я считаю, что любой начинающий фольклорист должен ездить в экспедиции. Все равно нужно. И если у нас какие-то еще очаги есть, где можно записать, можно даже записать и песенный фольклор, эти очаги есть. И, конечно, это, я не знаю, это тот багаж, вернее, та база, на которую уже потом можно накладывать теорию и так далее. Но экспедиции должны быть обязательно. Нашего ведущего, да. Данил Игоревич, как вы пришли к фольклору, и сначала вы пришли к фольклору, теоретическому, наверное, да, экспедиция в вашей жизни случилась позже. Вы можете поделиться
вашей встречи с фольклором и внедрением в это? Сейчас будет очень долгая история. Нет, не надо долго. Но у меня, вот я не зря вас спросил про Одессу, потому что а вот Андрей Николаевич говорил про модернизм и про романтизм. Ну, а модернизм это же в каком-то смысле возрождение, ну, это новый романтизм, ну, там, в конце 19 века, начало, то есть опять вот это обращение к национальному, там, к родному, и, ну, так, в кавычках, скажем, деревенскому. У меня вот одно из первых впечатлений просто было, это подшивка журналов «Мурзилка» за 89-93 год. И как раз тоже такое совпадение, что где-то Мурзилка за 90-й год, а это уже, ну, понятно, конец перестроечного времени, и вместо вот этих там пионеров бесконечных там проникло в Мурзилку какие-то мифологические представления славянские, то есть прям Мурзилки, то есть которые до этого только про пионеров рассказывал, а тут про чертей, там, ну, прям буквально так, про чертей, про домовых, и меня это очень впечатлило, когда я был, ну, там, когда в 90-й год пошел в школу и нашел эту подшивку, и как-то это, так как я сам еще деревенский все равно парень, 5,5 лет жил по Мозино, Коми, то как-то меня просто впечатлили эти картинки и эти истории. И еще там было фрагменты с ночи перед Рождеством в Лугове. И вот это какие-то первые такие около фольклорные мои впечатления. Вот, то есть, ну и потом тоже у меня общение, много времени проводил там с бабушкой в Искомском районе. И как-то я все равно, наверное, как впитывал это все равно. И вот, поэтому, и, конечно же, ничего бы не получилось без Татьяны Степановны, наверное, у вас не получилось без Андрея Николаевича, у меня бы ничего не получилось без вас, конечно, потому что как-то вы меня и вдохновили, и направили, и, может быть, где-то раскрыли. Вот. А что у вас изменилось после того, как вы побывали в экспедиции? Да, вот, ваши знания, отношения, ну, вообще изменилось что-то экспедиция в ваших представлениях о народной культуре? Да, изменило. Но это во многом еще связано с тем, что я, конечно, в деревнях с детства время проводил, но это были Коми-деревни, Искомский район. И, ну, вообще другая история, в принципе. А тут все-таки мы же поехали в Иссыльму, и вот эти прям, для меня это все еще были такие прям картиночные какие-то старообрядцы для меня, то есть вот эти бабушки, и все равно вот эта атмосфера, конечно, она оставила отпечаток такой, и, может быть, как-то затвердила что-то во мне. Поэтому, конечно, да, экспедиция это важно. А я еще хотел спросить, все-таки вот сейчас какие области фольклора или жанры, ну, можно все еще собирать, все равно, вот, что из фольклора можно в экспедиционном деятельности, что еще можно все-таки захватывать? Я скажу по Архангельской области и соседним районам Вологодской. Значит, частушки в большом количестве. Они еще бытуют, вот, и они на злобу дня. И мне кажется, что это тот жанр, который в России будет всегда. Пока живут люди русские, ну, не знаю, как это будет. Тем более, что он закреплен и письменной культурой так прочно. Еще есть варианты инструментальных наигрышей. Живы гармонисты, которые владеют разного рода такими инструментами, которые в определенной местности были распространены, разные виды тальянок. Вот это все интересно, это можно записать. Вот. Детский фольклор, кстати сказать, то, чего не уйдет никогда. Я все вспоминаю первую экспедицию на Пинниге. Мы записывали бабушку, которой 102 года. Мы зашли в избу, там не было света, сидела бабушка 102 года. Вот. И когда мы чуть так призадумались, что можно у такой древней старушки спросить, вот, она сидела с внучкой, которая лежала в зыбке, ну да, прабра какая-то действительно. Вот. И мы говорим, мы вот тут песни собираем старинные, вот, а вы, может быть, чего-то споете, и она запела колыбельные песни. И сейчас спросите 50-летнюю женщину в деревне,
Ну, даже не в деревне, в малых городах. Как укачивает ребенка и вам напоит. Я даже в поезде как-то пробовала. Ехала когда из Котласа до Москвы. Вот, со мной сидела женщина средних лет. И что-то мы тут с ней про фольклор заговорили. Вот. И я от нее записывала всяких считалок, там, приговора, как там вот божью коровку-то, полети на нитка. Она такие тексты выдала роскошные, мне говорит, прям бумажки эти. Так что вот это еще можно. Мифология, мифологические рассказы. Это такой очень прочный пласт, который до сих пор, это и традиционные сюжеты. Мы сейчас, в 2010-е годы, записываем то, что вот только как-то где-то мелькнуло в записях 80-х годов, и у нас, по сути, даже не было. Тут полный абсолютно сюжет. Это тема, которая не уйдет. И я бы даже не сказала, что очень, современность проникает очень сильно, как классическая мифология русская. Вы можете для аудитории немножко раскрыть все-таки, что имеется в виду? Рассказы о встрече человека с разными представителями потустороннего мира. О колдунах, это уже люди, наделенные сверхъестественными качествами, о разных необычных случаях в лесу, необъяснимых в лесу, у воды, проявлениях домового духа, военного, о прокляненных, обмененных детях. И очень такие глубокие сюжеты. Ну вот и к вопросу о разных случаях, хотя, может быть, уже можно закругляться потихоньку, не знаю. Да. Я могу сказать, что в экспедиции 2014 года мы поехали маленьким составом, 4 человека, и идем из деревни, в которой мы остановились, в которой была наша база, в деревню, где должна быть запись. Это 4 километра, это прекрасный летний день. Мы идем, и по дороге мы актуализируем то, что вот в той деревне мы уже писали, не писали. Как-то настраиваемся на запись. И я своим спутникам пересказываю сюжет, пока он был единственный или, во всяком случае, в единичных записях, о том, как супруги медведи-овертыши возвращали себе свой человеческий облик, и в процессе разных манипуляций медведица допустила определенную ошибку, и когда она переворачивалась через себя, чтобы стать снова человеком, она задела рукой, вышла за пределы отведенной территории, и она осталась медвежьей лапой. Я пересказываю этот сюжет, он, повторю, в единичных случаях был записан, что неплохо бы как-то выйти, еще записать вариант, то есть все, мы идем, перебираем в голове, мы заходим Тогда с нами был Валентин Вадимович Головин в экспедиции. Кстати говоря, мы имели счастье работать, нас Андрей Николаевич всегда пристраивал, в экспедиции к Ленинградской консерватории, и со многими другими, с Пушкинским домом мы ездили, и к нам присоединялись. Вот тогда я пошла на запись с Валентином Вадимовичем Головиным, он сейчас директор Пушкинского дома, и мы на первом своем адресе у супругов Михеевых записываем этот сюжет. Полный, замечательный, цельный, без всяких обрывков, отрывков. Вот такое бывает. То есть мы как будто задали эту программу, и она сработала. Еще два вопроса, можно на них не пространно ответить, и, может быть, спросим еще у аудитории и закругляемся. Я хотел еще спросить, все-таки эти островки, ваш прогноз, эти островки фольклора, которые еще где-то остаются в море современной культуры, они сколько еще протянут? Сколько еще? Или это четко связано с тем, сколько будет существовать деревенский образ жизни? Мне кажется, те островки, которые остались, они просто чуть-чуть, в силу разных... Да, они все равно угаснут, но действительно, пока есть деревенская жизнь, пока есть... Все равно будет что-то, пусть оно будет не то, что пели именно в этой деревне. Фольклорная традиция, в принципе, называется традиция, она очень подвижна. И все равно эти советские не случайно, посмотрите, что сейчас весь интернет загроможден. Забей там песню, тебе текст хочется, мне текст нужен. А там все, это ансамбли, все поют, да, это все равно, оно все равно придет.
оно все равно придет. И это вот я еще вопрос о том, что можно записывать. Сейчас совершенно замечательный новый виток календарной прозы, календарной обрядности, потому что церкви появились, да, и то, что раньше запрещалось, сейчас вот этот праздничный круг, он, собственно, он есть. Поднимается. Да, он занял какое-то свое основное место среди праздников, да, Рождество, Пасха, Троица, в общем, все большие, да, престольные праздники. И вот начинается какой-то вот совершенно, следующий виток на этом. И точно так же он все равно, этот круг, он все равно обрастет какими-то и песенными текстами в том числе. То есть тут произошла тоже такая удача, что немного такое искусственное, распространение вот этой, в связи со сменой политической ситуации в стране. Ну, это не искусственное, это наоборот естественное. Это было искусственное то, что там 8 марта, 23 февраля, это было искусственно. Ну тогда возвращение естественного, да. Да. То есть все остается на свои места. Оно помогло возродить, в каком смысле, действительно возродить, да? И, соответственно, и мне кажется, вот такое изменение. То, что вот у нас сейчас Прокопьевка есть, вот там еще до сих пор поют. Конечно, там уже не тот репертуар, который вот передавал местный привет Андрею Николаевичу, там, конечно, намного меньше песен уже стало. И она потихонечку так на ней все равно сойдет, скорее всего. Мой последний вопрос от меня, провокационный. Как вы относитесь к термину постфольклор? Постфольклор. И что это? В современной науке на последнее время этот термин отрицается. Это не термин, это скорее всего яркое высказывание. Хоть и прозвучавшее в устах довольно солидных фольклористов. Но это термин, который возник, который воспитаны были нетрадиционно. А современный фольклор, он выбивался очень сильно, городской, я имею в виду деревенский, потому что мы мыслим традиционный фольклор, классический фольклор, это деревенский фольклор, крестьянский. А тут вдруг появились город, и это в равной степени кого-то очень сильно заинтересовало, я не сторонник. И тут же обозвали, можно сказать, это постфольклор. Но он не научен. А вот все-таки, ладно, продолжение все-таки этого вопроса. Вот городской фольклор, если деревенский фольклор отомрет, фольклор он в какой-то новой форме или совершенно другая форма, и может быть это никакой связи нет, но все-таки этот термин применим уже к современным городским каким-то представлениям, текстам. Постфольклор вы имеете? А городской? Да ради Бога. Да, ради Бога. Все что угодно. Сейчас интернет-фольклор есть. Это правда, да. Сетевой фольклор. К этому сейчас спокойно относятся. Время диктует, там надо давать названия или обозначения тем явлениям, с которыми мы сегодня сталкиваемся. В этом нет ничего такого страшного, во всяком случае. Понятно, спасибо, Андрей Николаевич. Может быть, есть вопросы у студентов? Задавайте обязательно. Задали все наши вопросы на самом деле. Давайте, можно? Да, пожалуйста. Здравствуйте. У меня очень много вопросов, очень интересная встреча, большое спасибо. Я тоже была сопричастна к фольклорным экспедициям. Я ученица Валентины Викторовны Филипповой. Какого года выпуска, если можно? 2003 год. Мы с ним много ездили по Ижевскому району. Безусловно, это, наверное, лучшие времена в моей жизни. Это такое становление, когда ты студентка, и когда ты собираешь фольклор, это очень важно для твоего развития, для твоего будущего профессионального, скажем так, роста. Я безумно благодарна ей, конечно, за это. Хотелось бы узнать, как вообще хранятся, как
публикуются научные материалы, фольклорные материалы. Как часто вы выступаете с этими материалами? Вообще, конечно, очень это интересно. Ну, коллекция записей, о которых идет речь, собранных под руководством Валентины Викторовны, хранится у нас в фольклорном архиве нашего университета. Но они не все даже достаточно хорошо описаны, поскольку с уходом из жизни Валентины Викторовны, это наша коллега, однокурсница Андрея Николаевича и Надежда Степановна, если я ничего не путаю, вы все примерно вот в одно время учились. Валентина Викторовна ушла из жизни 10 лет назад, и с ее уходом ушли фольклорные семинары по коми-фольклору, и нет тех студентов, с помощью которых бы мы эти материалы достойно описывали. То есть они есть, они сохранены, но с ними еще и очень большая работа. Сейчас вот буквально предыдущий учебный год у нас появилась надежда, что мы хотя бы потихонечку будем с ними работать, но не именно с материалами Валентины Викторовны. Просто Ижевский район, ижевский диалект, он очень сильно отличается, то есть с ним тяжело работать не ижемцам. И если у нас приходят в группу студенты, это не фольклористы и не филологи, а будущие педагоги, но у них есть такая краеведческая практика. И мы уже в союзе с кафедрой финно-угорской сейчас даем небольшую часть заданий, связанных с описями нашего архивного материала. Но ижемские материалы, они по силам только ижемцам. Да, и это очень редкий случай. То есть они требуют обработки, и пока они все доступны в той мере, в которой они обработаны. Но я вынуждена признать, что с уходом человека ушло вот это большое направление. Нам просто хочется верить, что мы сохраним материалы, и они все-таки дождутся своих исследователей. А сейчас есть фольклорные экспедиции в районе у студентов? Нет. Вообще нет? Нет, в 2017 году последний раз со студентами съездили. Да. Ну а какие современные технологии помогают вам сейчас сохранить и вообще работать с этими материалами? Оцифровка. Оцифровку. Мы вот записывали еще на кассеты, помните? Нет, как вы сейчас храните эти материалы, современные? На флешках, на компьютерах? Или материалы ижемских экспедиций все пока хранятся на тех носителях, на которые они были записаны. Я не буду никого, я скажу жесткую правду, они стоят на кассетах. То, что было записано на цифру, оно на цифре. Это очень большой объем материала, и мы до него не добрались. У нас некому оцифровывать, но мы стараемся это делать, но это просто капля в море, что нам удается делать. Ну и, наверное, завершающий крайне такой вопрос. Мы сейчас много занимаемся в грантовом направлении. У вас в семинаре тоже был пункт по поводу проектной грантовой работы. Конечно, год объявлен у нас годом культурного наследия. Может быть, вы посоветуете, как знатоки фольклора, как исследователи, какую-нибудь такую идею интересную, что еще не изучено, что еще не в обществе не распространено, что можно использовать в грантовой работе, в том числе комиязычному населению. А вы где работаете? Я работаю в Центре досуга и кино «Октябрь», города Сыктывкар, здесь недалеко. Но тема, безусловно, очень интересна для меня, потому что я сама выросла в деревне, я много чего тоже изучала, в этой среде выросла. Конечно, мне бы хотелось как-то принять участие вообще в продвижении этого уникального материала. Мы с вами обязательно поговорим за пределами этой встречи. Могу сказать одно. Сейчас есть большая федеральная программа, это каталог объектов нематериально-культурного наследия. Найдите, посоветую с республиканскими. Есть, и вы можете выйти и поучаствовать в работе по описанию объектов нематериально-культурного наследия. Тем более, что вы знаете язык, вы ученица глубоко уважаемой моей близкого друга и однокурсницы, с которыми у нас прошли очень долгие годы профессиональной жизни.
и дружбы. Это очень нормально. Придите сюда же вот, и обратитесь в центр творчества, вам подскажут и будут рады, если вы, наверное, к этому включите. Правильно я говорю или нет? Дорогие Ко мне коллеги. подойдите после нашей встречи. Ага, хорошо, спасибо большое. Еще девушка хотела. Да. Я как раз хотела спросить про Ижму, и так с языка сняли. Я тоже из Ижмского района и хотела как-то вот узнать конкретно про Ижму. Приходите, я научу вас делать реестры, расшифровки, выдам материал. Давайте будем двигаться хотя бы такими небольшими шагами. Когда материал описан, он уже будет доступен и другим, потому что пока он записан, он известен был только собирателям. Ему нужны хорошие описи. Пожалуйста, если у вас есть время для этого, я готова привлечь вас на таких общественных началах. Но ваше имя останется, вы составитель реестра или составитель расшифровки, и при публикации материала мы всегда указываем автора расшифровки. Пожалуйста, мы будем очень рады. Есть ли еще вопросы? Да. Я сейчас придумала вопрос. Вот вы говорили о коллективах музыкальных, да, которые сейчас восстанавливают, может быть, старые формы песен, да, исполняют их. И, в принципе, есть много коллективов, которые, если не занимаются аутентичным фольклором, то, может быть, какие-то мотивы используют в более современных обработках, да. И это, наверное, такая форма популяризации фольклора. Есть. Да, вот. Современный Вопрос. Да. Ну, вопрос, собственно, в том, что как вы сами к этому относитесь? Нужно ли это, работает ли это на пользу фольклору, или это, наоборот, искажает представление людей о традиционной культуре? Мы приветствуем все, что сделано талантливо. В том числе и использование фольклора в любых вариантах. Если это сделано талантливо, если это сделано с пониманием и с уважением к материалу, это всегда здорово. А примеры можете какие-то назвать? Вот, что вам Вот, Иван Купала группа. Знаменитый Да, Иван. да. И как-то удалось, да, это обрамить очень красиво. А мультики совершенно чудесные, типа «Жил-был пес». Ведь это работа современных мастеров, а насколько органично вписано, там же звучит кричкивка, это фольклорные записи Полтавской губернии, совершенно чудесно. А насколько оно все органично, потому что оно... «Жил-был пес» все-таки уже старая немножко история, нет? Ну, вы сами Ну, знаете. «Жил-был пес» старый, но есть и современные варианты. Пинежский Пушкин. Один из таких более современных мультиков, где пинежская песня звучит. Ну, это один из путей, да, приключения. Нет, действительно, там не навреди, главное. То, что приходит так на ум сразу сходу. Так, если поспоминать, то можно еще какие-то варианты, кроме Ивана Купала. Да, конечно. Очень много молодежных фольклорных ансамблей, которые просто радуют. Мы смотрим на радость. На ребят, которые поют. Они тоже там экспериментируют. Да. Очень много появилось именно парней. Да, в фольклоре. Да. Потом проходят очень интересные Фестиваль. не фестивали, фестивали тоже проходят, но значит, такой интересный опыт видела, я уже сейчас не вспомню точно, летние какие-то базы отдыха выбирают деревню, вот, фольклористы, видели такие варианты? Фольклористы, это те же самые «Студия Век», в Ютубе у них очень много публикаций. Вот. Они, значит, выезжают в деревню, вот, и набирают молодежь с улицы. Всякие разные там, самого экзотического вида. Парни и девчонки собираются в деревне. И вот эта фольклорная команда живет там с ними недели-две. Они работают день, чего-то там делают полезное для этой деревни. Вот, а вечером они поют и пляшут. Они уезжают все работать другими людьми. Они уже все поют, пляшут, снимают брюки и надевают юбочки. Парни. То есть это такое очень перспективное, мне кажется, направление. Фольклор — это всегда интересно и всегда будет. И потом ничего ведь ничем не заменили, вот досуговая сфера, да? Да. Ничего нового нет. Ничего нового. Как не бились там, это ведь разгоняли собрания эти молодежные, там что-то с художественной самодеятельностью старались, там чего-то это. А так ведь ничего ведь и не прижилось. Ну и потом, опять же,
Фольклор сейчас широко используется, ну, поскольку я музейный работник последние 30 лет, то в музейной практике сейчас нет такого музея в стране, который бы не использовал живой звучащий материал в выставках, текст. Вот Национальный музей Республики Коми меня очень порадовала последняя выставка, которая в отделе истории, там фольклорный текст вписан в какой-то предметный ряд, и это сделано здорово, это сделано талантливо, это оживляет, понимаете? А если еще будет звук? Ну, в Национальной галерее сейчас есть такая выставка. И в галерее, но сейчас нет такого музея, который бы не использовал народные традиции, праздники в своей работе. И это здорово, поэтому это будет жить, я вас уверяю. Мы, наверное, закончим на какой-нибудь позитивной ноте, что-нибудь споем. Я только отнекалась от Татьяны. Ждем. Есть вопросы? Нет, если есть Вопросов много еще, но надо все-таки Мы, конечно, завершать. переустали, но... Просто очень интересно. Но давайте музыкальный номер. Нам недорого вашу злату да чеческо сей да серебро. Дорога наша любовь домой, молодец какая. Ой, дорога наша да любовь, да мой молодец какая. Ой, наше злато чисто серебро, да минуется. Ой, ваше злато, да чисто серебро, да минуется. Ой, дорога наша любовь, да не забудется. Ой, дорога то наша да любовь, да не забудется. Ой, хоть забудется любовь, да ой, вспомянется. Спасибо за встречу. Спасибо большое. Да, мы заканчиваем.